Салам алейкум, hürmetli милләттәштәр, хаумалдуттар, башкорттар. С этим видео я хотел обратиться именно к башкирам. Неоднократно я записывал к вам видео, обращался, разговаривал, пытался донести до вас свои мысли. Еще раз хочу к вам обратиться, чтобы вы подумали. Подумали вот о чем. Как вы видите, ситуация в стране с каждым разом меняется. Меняется кардинально. И то, что было еще год назад, сегодня уже совершенно по-другому. Так вот, я к вам обращался, когда началась война, когда Россия начала войну с Украиной. Я говорил, что это не наша война, что нам незачем туда ехать, умирать. Мне многие возражали, что вот на нас НАТО напало или напало бы, там ядерное оружие должны были разместить, что там убивают русских, что мы, башкиры, всю жизнь воевали за Россию, мы не можем в этот раз оставить ее в беде. Мы воины, у нас есть дух, и мы должны и обязаны помогать России там, с врагом, с любым. Так вот, все, что нам, россиянам, в том числе и башкирам, конечно же, втирали с телевизора, говорили о какой-то в Украине, о планах и целях этой специальной военной операции, о денацификации, демилитаризации Украины. В итоге на сегодня об этом никто давным-давно не говорит. Сейчас уже даже никто и не знает, и не понимает, какие цели преследует там Россия в Украине, что она хочет добиться. Она хотела взять Киев за 3 дня, она это не смогла сделать. В итоге потеряла большинство своих завоеванных территорий и теряет с каждым днем все больше и больше. Мало того, сейчас уже конфликты перешли на саму Россию, на территорию России. В Белгородской области, вы знаете, да, идут рейды русского добровольческого корпуса. Недавно, вчера только, была попытка мятежа со стороны ЧВК «Вагнер». То есть страна трещит по швам. И вот у меня до сих пор еще остается вопрос к вам, башкиры. Что вы там делаете в Украине? Что? Кого вы защищаете? Уже давным-давно понятно, что никакая Украина давно не хотела на нас нападать. То, что она там собиралась в НАТО вступать, но посмотрите, Швеция с Финляндией вступили в НАТО. На них что, у России нападает? Абсолютно не нападает. И не нападет никогда. Потому что... как ответил Путин на это? Это дело самих Финляндии и самой Швеции. Вот. То есть, основная цель была просто напасть на Украину и захватить эти земли. Зачем башкирам участвовать в этом? Для чего? Что нам сделали украинцы? У нас, у самих... На сегодняшний день в Республике Башкортостан, пользуясь тем, что у нас много мужчин сейчас находится в Украине, идут варварские захваты наших земель. Местное население борется как только может. Проводит иены, пишет в прокуратуру, пытается достучаться до чиновников, до властей, до прокуратуры. У нас отнимают землю, у нас расхищают природные ресурсы, у нас выкапывают золото. Из нашей земли превращает ее в помойку самую настоящую. И это пользуясь тем, что наших мужчин нету. Те, которые есть, бьются там. У нас за нашу землю. В Республике Башкортостан я имею в виду. У нас на глазах уничтожают наше историческое наследие, город Башкорт в Уфе, и на его месте строят храм. Нам в открытую говорят, Хабиров говорит, что никакой храм, никакой Ар-Рахим, мечеть, он не будет достраивать. Вместо этого строит православный храм. То есть над нами откровенно издеваются, плюют нам в лицо. И вот те башкиры, которые сейчас там воюют в Украине, вот у меня вопрос к вам. Вот зачем, за что вы воюете? За то, чтобы мы продолжали, чтобы у нас продолжался башкирский язык уничтожаться в Республике Башкортостан? Чтобы у нас земли наши отнимали, чтобы нас над нами издевались и наши истории отнимали, чтобы наших национальных героев уничтожали, память о них.
Посмотрите, да? Памятник Заки Валиди в Сибае снесли. Что вы хотите? Вы думаете, что Россия, если победит в Украине, ну давайте представим, Россия победила в Украине, и что дальше? Вы думаете, что мы будем жить лучше? Вы думаете, что наш башкирский язык станет вновь обязательным для изучения? Что у нас перестанут земли отбирать для разработки под золото, под медь? Что изменится? Ничего не изменится абсолютно. Мало того, мы будем жить еще хуже, даже если победим в Украине. Никакие санкции с России не снимут. Экономика будет задыхаться. Все земли будут отдавать китайцам, потому что Россия легла под Китай. Эта страна ошибка, которая должна закончиться в самое ближайшее время. И она скоро закончится. И нам, башкирам, незачем там погибать за какие-то мнимые интересы русского мира. Это не наша война, нам там нечего делать. Наша задача, мы уже поняли, что с этой страной нам делать нечего, ловить нечего. В этой стране мы только будем погибать, уничтожаться как народ. Нас с каждой переписью все меньше и меньше, меньше и меньше. Наш язык башкирский становится непопулярный, на нем не разговаривают. Он практически исчезает. Сейчас уже даже в крупных, даже в маленьких деревнях башкирских практически не разговаривают на башкирском языке дети. Все на русском языке. А еще буквально 20 лет назад в таких крупных райцентрах, как Аскарова, Акьяр, Баймак, разговаривали на башкирском языке дети. А сейчас даже в маленьких деревнях не разговаривают. Что уж говорить про тех, кто в городах живет. Они вообще все обрусели. Еще раз говорю, нас может спасти только независимость. У нас выпадает уникальный шанс. Кто-то думает, что, кто-то говорит, там утверждает, что мы не сможем жить независимо, что вот мы будем внутри России. Не думайте об этом. Потому что той России, когда наступит час X, которая сейчас на картах, которую вы сейчас видите и привыкли представлять, такой России уже больше не будет. Башкортостан не будет одной единственной республикой, которая объявит о своей независимости. За свою независимость сейчас борются все национальные республики. Все абсолютно. Все 22. Помимо них еще есть регионы, которые хотят отсоединяться. Это Сибирь, это Урал, Уральская республика. Они активно продвигают идею независимости. Сибирская республика. Ингерманландия, да, это Ленинградская область и город Санкт-Петербург. И так далее, и так далее. Смоляндия там. Много кто. Возможно, у всех не получится отсоединиться. Но мы для этого имеем все шансы. Все наши 6 республик, которые находятся в Приволжско-Уральском федеральном округе, все мы легко можем стать независимыми государствами. И теперь подумайте, что став независимым государством, мы все доходы нашей республики будем оставлять себе. На развитие, пускать на развитие собственной республики, на развитие собственной инфраструктуры. Везде будет проложен асфальт, везде будет газификация, электрификация. Будет работа своя. Не надо будет мотаться по северам. Мы можем торговать со всем миром. Мы можем экономически развиваться независимо, несмотря на Москву. Не ждать указов из Москвы, что вот с этим можно торговать, с этим можно экономически налаживать сотрудничество, а вот с тем государством нельзя, потому что они нам враг. Мы не будем, мы сами будем решать, с кем нам налаживать экономическое сотрудничество, а с кем не налаживать. С кем дружить, а с кем не дружить. Мы сами это будем решать, без Москвы. И у нас все есть. У нас есть элита, у нас есть ученые, у нас есть умные инженеры, у нас есть хорошее население, у нас есть территория, которая во много раз больше некоторых европейских республик. У нас есть население в 4 миллиона. Трудолюбивое, хорошее население. Вне зависимости от национальности мы будем все вместе жить дружно и развивать. Потому что нам надо? Нам надо только, чтобы наши права были защищены. Чтобы нами руководили избранные, нами же избранные, честно избранные представители во власти. Все. Зачем нам ждать, когда нам с Москвы будут указы, что вот вы за этого будете голосовать, вот этот вами будет руководить? Сегодня кто нами руководит? Человек, который говорит, что власть захватывает. Ну так мы и захватим у него власть. У Хабирова.
Кто премьер-министр? Человек, который насиловал башкирку в Сибае. Назаров Андрей. Но вы же не возмущаетесь тем, что вот он руководит республикой уже несколько лет. Молчите, терпите это. Почему вы не возмущаетесь? Почему вы идете убивать людей в Украину? Башкортар, еще раз говорю, нам нужна независимость. Только через независимость мы сможем сохраниться, сможем сохранить нашу республику, сможем сохраниться как народ. Мы ответственны за нашу республику, мы ответственны, чтобы передать эти земли нашим потомкам. Как ее нам передали наши предки, которые проливали кровь за эту землю. И боролись с этой империей много-много раз. А сейчас вы предаете их память, их священные войны предаете, когда идете воевать в Украину и убивать там мирных жителей. Эти украинцы нам ничего не сделали, нам, башкирам. Они от нас живут за несколько тысяч километров. Ничего они нам не сделали абсолютно. Они сделали Путину, а Путин сделал нам плохо. Вот и все. Но Путин натравливает нас на украинцев. Нам эта война не нужна. Для нас, башкир, война может быть только за свои территории, за башкирские. За наш язык, за наши семьи. Все, за нашу религию ислам. Поэтому, башкиртар, давайте, включайте голову. Осталось недолго. Этой империи уже конец. Поэтому уже сейчас начинайте обсуждать независимость в своем узком кругу с друзьями, с надежными. Запасайтесь оружием. Пусть у всех будет собран чемоданчик, сумочка со всем необходимым, в случае чего. И будьте готовы, что когда наступит час X, мы будем выходить, брать власть в свои руки и делать Республику Башкортостан независимой. И у нас в республике будут править достойные люди, достойные. Хау